Покупать арбузы в России рекомендуют не раньше середины августа, однако многим не терпится побыстрее полакомиться этой манящей яркой ягодой. Если все же точно решили отправиться на рынок, следует придерживаться определенных правил. Так в народе принято считать, что хороший арбуз – это красивый арбуз. Правда, внешние данные не всегда показатель качества. Чтобы наверняка убедиться в отсутствии нитратов и тяжелых металлов в арбузе, лучше потребовать у продавца протокол на лабораторное исследование, ведь каждый покупатель имеет на это полное право. Только мало кто из жителей пользуется этой возможностью. Норма нитратов и пестицидов в каждом килограмме арбуза не должна составлять больше 60 миллиграмм. Эта информация должна быть у каждого предпринимателя в свидетельстве Госсанэпиднадзора. Визуально, на словах верю. А так как-то только за столом и все. А протокол лабораторного исследования никогда не требуете? А где? Продавца должен быть. Так целый день придется походить, искать. Отсутствие бдительности у некоторых покупателей компенсируется зорким глазом Роспотребнадзора. Сотрудники в погонах регулярно проводят рейды по бахчевым с момента их завоза в регион. А сегодня к ним присоединился и народный контроль. Помимо полного пакета сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность арбузов Едынь, необходимо соблюдать ряд других требований. Это и наличие медицинской книжки у продавца, и разрешение на торговлю у предпринимателя. Правда, у владельца этих ягод нет ни того, ни другого. При этом торговлю ведут вдоль дороги, а это категорически запрещается законодательством. Ведь бахчевые очень уязвимы и могут впитать тяжелые металлы из выхлопных газов автомобилей. Последствиями такой покупки нередко становится отравление. А дыни здесь разместили прямо на земле, хотя от земли должно быть расстояние как минимум 15 сантиметров. Правда, все запреты, напоминания и попытки донести чреватость несанкционированной торговли разбиваются о жажду нажиться и упрямство предпринимателя. Магазин бяхкап, администрации ени, ярмовер, участковый вину, выводы ени, полюбовь, обеда. И у следующего продавца на улице Шаймиева такая же картина. Отсутствие разрешения на продажу, по-видимому, здесь никого не заботит. Как заявляет администрация Назрани, этот участок дороги расположен рядом с железной дорогой. И регулировать вопрос несанкционированной торговли уже должна линейная полиция. А попытки дозвониться до местного участкового не обвенчались успехом. Что говорит администрация? Как они будут реагировать на эти? Реагирует администрация, во-первых, это незаконная торговля, несанкционированная торговля. Они в соответствии с законом они должны наказать, выписать штрафы. И если человек хочет торговать, если индивидуальное предприятие, есть что-то, надо отвести ему место для торговли. Правда, покупателей редко интересует законность продажи. Главное, чтобы арбуз был спелый. Каждый ориентируется на определенные признаки. Кто-то делит их на мальчиков и девочек. Так называемая арбузиха считается вкуснее. Для других доминирует красота, а именно четко выраженные зеленые полосы. Также считают, что спелый арбуз по-особому звучит. И если стукнуть ладонью, отзывается звонкой вибрацией. И еще один признак – усохший хвостик. Если он еще остается зеленым и сочным, значит ягода еще не дозрела. Чисто народным способом стучим, хвостик смотрим, еще что. Стучим там или делаем вид, что понимаем. Не сахар, зато так хотела, я один покушала. Понравился? Понравился. Также арбуз считается отличным лекарством от стресса. Высокое содержание бета-каротина укрепляет нервную систему, а дети его любят за то, что он просто сладкий, сочный и красивый. Они точно не ошибаются в выборе спелой ягоды. Вот и этот малыш полностью оказался во власти гиганта. Оказалось, что полакомиться бахчевыми любят и не только взрослые и дети. Есть настоящие гурманы и среди братьев наших меньших. Это травоядные и всеядные животные, зайцы, черепахи, пернатые, наши четвероногие друзья, а суровые хищники, готовые вцепиться в арбуз, как кусок мяса. И все же многие не торопятся насладиться сочной ягодой, остерегаются, что великанов искусственно подкормили. А маленькие арбузы могут быть и не слишком сладкие, ведь стадия зрелости наступает, когда в плодах накапливается 8-10% сахара. В августе нормально должно быть, а в июле они уже удобряются. То есть вы не доверяете?
Нет, не доверяю. Эксперты тоже придерживаются мнения, что бахчевые в южных регионах страны успевают дозреть лишь к середине августа. И беда раннего арбуза не сколько во вкусе, сколько в риске переизбытка нитратов. Диана Дударова, Адам Далаков, Новости 24.